или проповедник. Все суета. Слово Экклезиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. Суета-сует, сказал Экклезиаст. Суета-сует, все суета. Что польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот это новое, но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и оно о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Воспоминания Экклесиаста о прожитой жизни. Все суета. Я, Экклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудрость. Мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Говорил я с сердцем моим так: вот я возвеличился и приобрел мудрости, больше всех, которые были прежде меня, над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа. Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Сказал я в сердце моем: дай, испытаю я тебя весельем, и насладись добром. Но и это суета. О смехе сказал я: глупость, а о веселье, что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом и в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всяких плодовитые дерева. Сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произвращающих деревья, приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов и певиц, и услаждение сынов человеческих, разное музыкальное орудие. И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возобранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делал их. И вот, все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость. Ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех.
И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это суета, потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился, и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем. Потому что иной человек трудится мудро, знанием и успехом, и должен отдать все человеку, но не трудившемуся в том, как бы часть его, и это суета, и зло великое. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его скорби, и его труды беспокойства. Даже и ночью сердце его не знает покоя, и это суета. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией, потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим. И это суета и томление духа. Всему свое время. Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать, время насаждать, и время вырывать посаженное, время убивать, время врачевать, время разрушать, и время строить, время плакать, и время смеяться, время сетовать, и время плясать, время разбрасывать камни, и время собирать камни, время обнимать, и время уклоняться от объятий, время искать, и время терять, время сберегать, и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердца их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Познал я, что нет для них ничего лучше, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшее. Несправедливость, угнетение, зависть, одиночество. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там. Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные, потому что участь сынов человеческих и участь животных участь одна. Как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета, все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто
кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз в землю. Итак, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его, ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? И обратился, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет, и в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе. Блажение их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою. Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа. И обратился я, и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий, и другого нет. Ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это суета, и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, кто упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также есть ли лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Надежность земного могущества. Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы, ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным. Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношею, который займет место того. Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшее не порадуется им, и это суета и томление духа. О многословных молитвах и об обетах. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немноги. Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим водить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим. Это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога. Притеснение бедного, тревоги богатого. Если ты увидишь, в какой области притеснения бедному и нарушения суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает выше, а над ними еще выше. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Кто любит серебро, тот не насытится серебром, а кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какое благо для владеющего им! Разве только смотреть своими глазами? Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он ест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем, богатство, сберегаемое владетелем его во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит.
каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, чтобы мог бы он понести в руке своей. И это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Непрочно счастье. Вот еще что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его, поэтому Бог и вознаграждает его радостью сердца его. Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми. Бог дает человеку богатство, имущество и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он, но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг. Если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему и погребения, то я сказал бы, выкидыш счастливее его, потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, и его имя покрыто мраком. Он даже не видал и не знал солнца. Ему покойнее, нежели тому. А тот хотя бы прожил 2000 лет и не наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место? Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Какое же преимущество мудрого перед глупым? Какое бедняка, умеющего ходить перед живущими? Лучше видеть глазами, нежели бродить душою. И это также суета и томление духа. Что существует, тому уже наречено имя. И известно, что это человек, и что он не может припираться с тем, кто сильнее его. Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которой он проводит как тень? И кто знает, скажет человеку, что будет после него под солнцем? Советы мудрости и благоразумия. Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых, потому что смех глупых тоже, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета. Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце. Конец дела лучше начала его. Терпеливый лучше высокомерного. Не будь с духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Хороша мудрость наследством, и особенно для видящих солнце, потому что под сенью ее тоже, что под сенью серебра. Но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. Смотри на действие Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? В дни благополучия пользуйся благом, а в дни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него.
Всего не смотрелся я в суетные дни мои, праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого, потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. Мудрость делает мудрого сильнее 10 властителей, которые в городе. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Все это испытал я мудростью. Я сказал, буду я мудрым, но мудрость далека от меня. Далеко то, что было, и глубоко-глубоко, кто постигнет его. Горше смерти женщины. Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, следовать, изыскать мудрость и разум, познать нечестие, глупость, невежество и безумие. Нашел я, что горше смерти женщины, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Вот это нашел я, сказал Экклесиаст, испытывая одно за другим. Чего еще искала душа моя, и я не нашел. Мужчину одного из 1000 я нашел, а женщину между всеми ими не нашел. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Кто как мудрый и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется. Я говорю, слово царское храни, и это ради клятвы пред Богом. Не спеши уходить от лица его и не упорствуй в худом деле, потому что он, что хочет, все может сделать. Где слово царя, там и власть, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь? Соблюдающий заповеди не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что не знает, что будет и как это будет. Кто скажет ему? Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти. И нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого. Кто это я видел? Все это я видел и обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему. Видел я тогда, что хоронили нечестивых, и приходили, и отходили от святого места. И они забываемы были в городе, где они так поступали. И это суета. Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют перед лицом Его. А нечестивому не будет добра, и, подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. Есть и такая суета на земле, и праведников постигает то, чего заслуживали быть дела нечестивых, а нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я, и это суета. И похвалил я веселье, потому что нет лучше для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах, в дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна. Тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел,
которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого. Всему и всему участь одна — смерть. На все я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые, и деяния их в руке Божьей, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что перед ним. Всему и всем одно, одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла и безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них передана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовек ни в чем, что делается под солнцем. Радуйся жизни, которую дал тебе Бог. Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и не пей в радости сердца вино твое, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женой, которую любишь во все дни суетной жизни твоей, которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя и жизнь в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Жизнь непредсказуема. И обратился я и увидел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и неразумным богатство, и неискусным благорасположение, но время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени, как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в селках, так сыны человеческие ловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важною. Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь, и обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспомнил об этом бедном человеке, и сказал я, мудрость лучше силы. И однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго. Мудрое изречение. Мертвые мухи портят и делают зловонную, благовонную масть мироварника. Тоже делает небольшая глупость и уважаемого человека с его мудростью и честью. Сердце мудрого на правую сторону, сердце глупого на левую. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп. Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки. Есть зло, которое видел я под солнцем, это как бы погрешность, происходящая от властелина. Невежество
поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей, ходящих подобно рабам, пешком. Кто копает яму, тот упадет в нее, а кто разрушает ограду, того ужалит змей. Кто передвигает камни, тот может надсадить себя, а кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный. Слова из уст мудрого – благодать, а уста глупого губят его же. Начало слов из уст его – глупость, а конец речи из уст его – безумие. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет, и кто скажет ему, что будет после него. Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город. Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения. От лености обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь, а за все отвечает серебро. Благоразумное наставление. Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая пересказать речь твою. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть 7 и даже 8, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь, и если упадет дерево на юг или север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, а кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Радуйся жизни, пока ты молод. Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце, если человек проживет и много лет, и пусть веселится он в продолжение всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много, все, что будет суета. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета. И возвратится прах в землю, а дух возвратится к Богу. И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них, доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стригущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу. Тогда, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут черепение, и высоты будут им страшны, и на дороге ужас, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс,
ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он и был, и дух возвратится к Богу, который дал его. Суета-сует, сказал Экклесиаст, все суета. А Экклесиасте? Кроме того, что Экклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Старался Экклесиаст приискивать изящные изречения и слова истины, написанные им верно. Об изречениях мудрых. Слова мудрых, как иглы, и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. И что сверх всего этого, сын мой, того берегись, составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Заключительное наставление. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в это все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Книга «Премудрости Соломона». Будьте справедливы, просты сердцем. Любите справедливость судьи земли. Право мыслите о Господе, и в простоте сердца ищите Его. Ибо Он обретается не искушающим Его, и является не неверующим Ему. Ибо неправые умствования отдаляют от Бога, и испытание силы Его обличит безумных. В лукавую душу не войдет премудрость, и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Ибо Святой Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований, и устыдится приближающейся неправды. Человеколюбивый Дух премудрость, но не оставит безнаказанным богохульствующего устами, потому что Бог есть свидетель внутренних чувств его и истинный зритель сердца его, и слышатель языка его. Дух Господа наполняет вселенную и, как все объемлющий, знает всякое слово. Посему никто, говорящий неправду, не утаится и не минет его обличающий суд, ибо будет испытание помыслов нечестивого, и слова его взойдут к Господу в обличение беззакония его. Потому что ухо ревности слышит все, и ропот не скроется. Итак, хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от злоречия языка, ибо и тайное слово не пройдет даром, а клевещущие уста убивают душу. Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть. Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни и не привлекайте к себе погибели делами рук ваших. Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле. Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть. Слова и мысли нечестивых. Нечестивые привлекли ее и руками, и словами сочли ее другом, и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть ее жребием. Неправоумствующие говорили сами в себе: коротка и прискорбна наша жизнь, и нет человеку спасения от смерти, и не знает, чтобы кто освободил из ада. Случайно мы рождены, и после будем как бы бывшие, дыханием в ноздрях наших дым, и слово, искра в движении нашего сердца. Когда она угаснет, тело обратится в прах, и дух рассеется, как жидкий воздух,
а имя наше забудется со временем, и никто не вспомнит о делах наших, и жизнь наша пройдет, как след облака, и рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца и отягченный теплотою его. Ибо жизнь наша прохождение тени, и нет нам возврата от смерти. Ибо положена печать, и никто не возвращается. Будем же наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться миром, как юностью, преисполнимся дорогим вином и благовониями, и да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни. Увенчаемся цветами роз, прежде нежели они увяли. Никто из нас не лишай себя участия в нашем наслаждении. Везде оставим следы веселья, ибо это наша доля и наш жребий. Будем притеснять бедняка, праведника не пощадим, да вы и не постыдимся многолетних седин старца. Сила наша да будет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным. Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим. Укоряет нас в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания. Объявляет себя имеющим познание о Боге и называет себя сыном Господа. Он пред нами обличение помыслов наших. Тяжело нам смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его. Он считает нас мерзостью, удаляется от путей наших, как от нечистот, ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Бога. Увидим, истинны ли слова его, и испытаем, какой будет исход его. Ибо если этот праведник есть Сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов. Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его. Осудим его на бесчестную смерть, ибо по словам его о нем попечение будет. Так они умствовали и ошиблись, ибо злоба их ослепила их, и они не познали тайн Божьих, не ожидали они воздаяния за святость и не считали достойными награды душ непорочных. Грядущее блаженство праведников. Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего. Но завистью дьявола вошла в мир смерть и испытывает ее принадлежащее к уделу его. А души праведных в руке Божьей, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от них уничтожением, но они пребывают в мире. Ибо хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия. И немного наказаны, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их, как золото в горниле, и принял их, как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют, как искры, бегущие по стеблю, будут судить племена, владычествовать над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у Него, ибо благодать и милость со святыми Его и помышление об избранных Его, наказание нечестивых. Нечестивые же, как умствовали, так и понесут наказание за то, что презрели праведного и отступили от Господа. И презирающий мудрость и наставление несчастен, и надежда их суетна, и труды бесплодны, и дела их непотребны, жены их несмысленны, а дети их злы, проклят род их. Добродетель лучше многодетности. Блаженно неплодная, не осквернившая, которая не познала беззаконно положено, получит плод при воздаянии святых душ. Блажен и евнух, не сделавший беззаконие рукой и не помысливший лукавого против Господа, ибо дастся ему особенная благодать веры и приятнейший жребий в храме Господнем. Плод добрых трудов славен, и корень мудрости неподвижен. Дети прелюбодеев будут несовершенны, и семя беззаконного ложа исчезнет. Если будут они долгожизненны, но будут
скитаться за ничто, и поздняя старость их будет без почета. И если скоро умрут, не будут иметь надежды и утешения в день суда, ибо ужасен конец неправедного рода. Лучше бездетность добродетель, ибо память о ней бессмертна. Она признается и у Бога, и у людей, когда она присуща ей подражают, а когда отойдет, стремятся к ней, и в вечности, увенчанная, она торжествует, как одержавшая победу непорочными подвигами. А плодородное множество нечестивых не принесет пользы, и прелюбодейные отрасли не дадут корней в глубину и не достигнут незыблемого основания. И хотя на время позеленеют в ветвях, но не имея твердости, поколеблются от ветра, и порывом ветров искоренятся. Некрепкие ветви переломятся, и плод их будет бесполезен. Не зрел для пищи и ни к чему не годен, ибо дети, рождаемые от беззаконных сожитий, суть свидетели разврата против родителей при допросе их. Праведность лучше долголетия. Праведник, если и равновременно умрет, будет в покое, ибо не в долговечности честная старость, и не числом лет измеряется. Мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь – возраст старости. Как благоугодивший Богу он возлюблен, и как живший посреди грешников приставлен, восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не прельстило души его, ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти развращает ум незлобливый. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета, ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, даже и не подумали о том, что благодать и милость со святыми его и помышление об избранных его. Праведник, умирая, судит живых нечестивых, и скоро достиг же совершенства юность, долголетнюю старость на неправедного. Ибо они увидят кончину мудрого и не поймут, что Господь определил о нем и для чего поставил его в безопасность. Они увидят и уничтожат его, но Господь посмеется им. После сего будут они бесчестным трупом и позором между умершими навек, ибо Он повергнет их ниц безгласным, сдвигнет их с оснований. Безгласным сдвигнет их с оснований, и они вконец запустеют, и будут в скорби, память их погибнет. Грядущее раскаяние нечестивых. В сознании грехов своих они предстанут со страхом, и беззаконие их осудят их в лице их. Тогда праведник с великим дерзновением станет пред лицом тех, которые оскорбляли его, презирали подвиги его. Они же, увидев, смутятся великим страхом и изумятся неожиданности спасения его, и, раскаиваясь и воздыхая от стеснения духа, будут говорить сами в себе: это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии и притчею поругания. Безумные, мы почитали жизнь его сумасшествием и кончину его бесчестную. Как же он причислен к сынам Божиим, и жребий его со святыми. Итак, мы заблудились от пути истины, свет правды не светил нам, и солнце не озарял нас. Мы преисполнились делами беззакония и погибели, и ходили по непроходимым пустыням, а пути Господня не познали. Какую пользу принесло нам высокомерие, и что доставило нам богатство с тщеславием? Все это прошло как тень, и как молва быстротечная, как после прохождения корабля, идущего по волнующей воде. Невозможно найти следа ни стези дна его в волнах, или как от птицы, пролетающей по воздуху, никогда не остается знака ее пути, но легкий воздух, ударяемый крыльями и рассекаемый быстротой движения, пройден движущимися
крыльями, и после того не осталось никакого знака прохождения по нему, или как от стрелы, пущенной в цель, разделенный воздух тотчас опять сходится, так что нельзя узнать, где прошла она. Так и мы родились и умерли, и не могли показать никакого знака добродетели, но истощились в беззаконии нашим, ибо надежда нечестивого исчезает, как прах, уносимый ветром, и как тонкий иней, разносимый бурею, и как дым, рассеиваемый ветром, и проходит, как память об однодневном госте. Господь защитит праведников, и когда беззаконие будет опустошать землю, а праведники живут вовеки. Награда их в Господе, и попечение о них у Вышнего. Посему они получают царство славы и венец красоты от руки Господа, ибо Он покроет их десницей и защитит их мышцею. Он возьмет все оружие, ревность свою, и тварь вооружит к отмщению врага. Облечется в броню, в правду, и возложит на себя шлем, нелицеприятный суд, возьмет непобедимый щит, святость, строгий гнев. Он изострит, как меч, и мир ополчится с ним против безумцев. Понесутся меткие стрелы молнии из облаков, как из туго натянутого лука, полетят в цель, и как из каменнометного орудия с яростью посыплется град, вознегодует на них вода морская, реки свирепо потопят их, восстанет против них дух силы, и, как вихрь, развеет их. Так беззаконие опустошит всю землю, и злодеяние не спровергнет престолы сильных. Цари, научитесь премудрости. Итак, слушайте, цари, разумеете, научитесь судить концов земли. Внимайте, обладатели множества и гордящиеся перед народами. От Господа дана нам держава и сила от Вышнего, которой исследует ваши дела и испытает намерения. Ибо вы, будучи служителями Его Царства, не судили справедливо, не соблюдали закона и не поступали по воле Божией. Страшно и скоро Он явится вам, и строг суд над начальствующими. Ибо меньше заслуживает помилования, а сильные сильно будут истязаны. Господь всех не убоится лица и не устрашится величия, ибо Он сотворил малого и великого, и одинаково помышляет о всех. Но начальствующим предстоит строгие испытания. Итак, вам, цари, слова мои, чтобы вы научились премудрости и не падали. Ибо светохранящие святое осветятся, и научившиеся тому найдут оправдание. Итак, возжелайте слов моих, полюбите и научитесь. Премудрость света и неувядающая, светла и неувядающая, и легко созерцается любящими ее, и обретается ищущими ее. Она даже упреждает желающих познать ее. С раннего утра ищущий ее не утомится, ибо найдет ее сидящей у дверей своих. Помышлять о ней есть уже совершенство разума, и бодрствующий ради нее скоро освободится от забот. Ибо она сама обходит и ищет достойных ее, и благосклонно является им на путях, и при всякой мысли встречается с ними. Начало ее есть искреннейшее желание учения, забота об учении и любовь. Любовь же – хранение законов ее, а наблюдение законов – залог бессмертия. Бессмертие приближает к Богу, поэтому желание премудрости возвратит к царству. Итак, властители народов, если вы услаждаетесь престолами и скипетрами, то почтите премудрость, чтобы вам царствовать вовеки. Внимайте слову о тайнах премудрости. Что же есть премудрость и как она произошла, я возвещу. И не скрою от вас тайн, но исследую от начала рождения, открою познание ее и не миную истины, и не пойду вместе с истаивающим от зависти.
ибо таковой не будет причастником премудрости. Множество мудрых спасения миру, а цари разумны, благосостояние народа. Итак, учитесь от слов моих и получите пользу. Я взывал, и сошел на меня дух премудрости. Я человек смертный, подобный всем, потомок первозданного земнородного. И я в утробе матернии образовался вплоть десятимесячное время, сгустившись в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном, и, родившись, начал дышать общим воздухом и не спал на ту же землю. Первый голос обнаружил плачем, одинаково со всеми, скормлен в пеленах и заботах, ибо ни один царь не имел иного начала рождения. Один для всех вход в жизнь и одинаковый исход. Посему я молился, и дарован мне разум. Я взывал, сошел на меня дух премудрости. Я предпочел ее скипетром и престолом, и богатство почитал за ничто в сравнении с нею. Драгоценного камня я не сравнил с нею, потому что перед нею все золото ничтожный песок, а серебро грязь в сравнении с нею. Я полюбил ее более здоровья и красоты, и избрал ее предпочтительно перед светом, ибо свет ее неугасим. А вместе с нею пришли ко мне все блага и несметное богатство через руки ее. Я радовался всему, потому что премудрость руководствовала ими. Но я не знал, что она виновница их. Без хитрости я научился, и без зависти преподаю. Не скрываю богатства ее, ибо она есть неистощимое сокровище для людей. Пользуясь ею, они входят в содружество с Богом посредством даров учения. Только дал бы мне Бог говорить по разумению и достойно мыслить о дарованном, ибо Он есть руководитель к мудрости и исправитель мудрых. Ибо в Боге, в руке Его, и мы, и слова наши, и всякое разумение, и искусство делания. Сам Он даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать устройство мира и действия стихий. Начало и конец, и середину времен, смены поворотов и перемены времен, круги годов и положение звезд, природу животных и свойства зверей, стремления ветров и мысли людей, различия растений и силы корней. Познал я все, и сокровенно, и явно, ибо научила меня премудрость, художница всего. Природа премудрости. Она есть дух разумный, святой, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи. Ибо премудрость подвижнее всякого движения, и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает. Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя, посему ничто оскверненно не войдет в нее. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божие и образ благости Его. Она одна, но может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет, и, переходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божьих и пророков. Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Она прекраснее солнца, превосходнее сонма звезд. В сравнении со светом она выше, ибо свет сменяется ночью, а премудрость не превозмогает злоба. Премудрости не превозмогает злоба. Она быстро распростирается от одного конца до другого и все устрояет на пользу. Премудрость невеста и наставница. Я полюбил ее и взыскал от юности моей, и пожелал взять ее в невесту себе, и стал любителем красоты ее. Она возвышает свое благородство тем, что имеет сожитие с Богом,
и владыка всех возлюбил ее. Она таинница ума Божия и избирательница дел его. Если богатство есть вожделенное приобретение в жизни, то что богаче премудрости, которая все делает? Если же благоразумие делает многое, то какой художник лучше ее? Если кто любит праведность, плоды ее суть добродетели. Она научает целомудрию и рассудительность, справедливости и мужеству, полезнее которых ничего нет для людей в жизни. Если кто желает большой опытности, мудрость знает давно прошедшее и угадывает будущее, знает тонкости слов и разрешение загадок, предузнает знамения и чудеса, и последствия лет и времен. Посему я рассудил принять ее во сожитие с собой, зная, что она будет мне советницей на доброе и утешением в заботах и печали. Через нее я буду иметь славу в народе и честь перед старейшими, будучи юношей. Окажусь проницательным в суде и в глазах сильных заслужу удивление. Когда я буду молчать, они будут ожидать. Когда начну говорить, будут внимать. И когда продлю беседу, положат руку на уста свои. Через нее я достигну бессмертия и оставлю вечную память в будущем после меня. Я буду управлять народами, и племена покорятся мне. Боятся меня, когда услышат обо мне страшные тираны. В народе я явлюсь добрым и на войне мужественным. Войдя в дом свой, я успокоюсь ею, ибо в обращении ее нет суровости, ни в сожитии с нею скорби, но веселье и радость. Размышляя о сем сам о себе и обдумывая в сердце своем, что в родстве с премудростью бессмертие и дружество с нею благое наслаждение, в трудах рук ее богатство не оскудевающее, и в собеседовании с нею разум, и в общении слов ее добрая слава. Я ходил и искал, как бы мне взять ее себе. Я был отрок даровитый, и душу получил добрую. Притом, будучи добрым, я вошел и в тело чистое, познав же, что иначе не могу овладеть ею, как если дарует Бог, и что уже было делом разума, чтобы познать, чей это дар. Я обратился к Господу и молился Ему, и говорил от всего сердца моего. Молитва о даровании премудрости. Боже отцов и Господи милости, сотворивший все Словом Твоим и премудростью Твоею, устроивший человека, чтобы он владычествовал над созданными Тобою тварями и управлял миром и свято и справедливо, и в правоте души производил суд. Даруй мне присидящую престолу Твоему премудрость, и не отри меня от отроков Твоих, ибо я раб Твой, и сын рабы Твои, человек немощный и кратковременный, и слабый в разумении суда и законов. Да хотя бы кто и совершен был между сынами человеческими. Без Твоей премудрости он будет признан за ничто. Ты избрал меня царем народа Твоего, судьею сынов Твоих и дочерей. Ты сказал, чтобы я построил храм на святой горе Твоей и алтарь в городе обитания Твоего, подобию святой скинии, которую Ты предуготовил от начала. С Тобою премудрость, которая знает дела Твои, присущие была, когда Ты творил мир, и ведает, что угодно пред очами Твоими, и что право по заповедям Твоим. Не спошли ее от святых небес и от престола славы Твоей, не спошли ее, чтобы она спешествовала мне в трудах моих, и чтобы я знал, что благоугодно пред Тобою, ибо она все знает и разумеет, и мудро будет руководить меня в делах моих, и сохранит меня в своей славе, и дела мои будут благоприятны, и буду судить народ Твой справедливо, и буду достойным престола Отца моего, ибо какой человек в состоянии познать совет Божий, или кто может уразуметь, что угодно Господу? Помышления смертных не тверды, и мысли наши ошибочны, ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина
подавляет многозаботливый ум. Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, и что на небесах. Кто исследовал волю же твою, кто познал бы? И если бы ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святого твоего духа, и так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно тебе, спасли и спаслись премудростью. Премудрости Адам. Она сохраняла первозданного Отца мира, который сотворен был один, и спасала его от собственного его падения. Она дала ему силу владычествовать над всем, премудрость Каин и потоп. А отступивший от нее неправедный во гневе своем погиб от братоубийственной ярости. Ради него потопляемую землю опять премудрость спасла, сохранив праведника посредством малого дерева. Премудрость смешения языков и Авраам. Она же между народами смешанными в единомыслии зла нашла праведника и соблюла его неукоризненным пред Богом и сохранили мужественным жалости к сыну. Премудрость Лот и гибель Содома. Она во время погибели нечестивых спасла праведного, который избежал огня, не шедшего на 5 городов, от которых во свидетельство нечестия сталась дымящаяся пустая земля и растения, не в свое время приносящие плоды, и памятником неверной души, стоящий соляной столб. Ибо они, презрев премудрость, не только повредили себе тем, что не познали добра, но и оставили живущим память о своем безумии, дабы не могли скрыть того, что в нем заблудились. Премудрость же спасла от бед служащих ей. Премудрость и Иаков. Праведного, бежавшего от братнего гнева, она наставляла на правые пути, показала ему Царство Божие, даровала ему познание святых, помогала ему в огорчениях, обильно вознаградила труды его. Когда из корыстолюбия обижали его, она предстала и обогатила его, сохранила его от врагов и обезопасила от коварствовавших против него, и в крепкой борьбе доставила ему победу, дабы он знал, что благочестие всего сильнее. Премудрость Иосиф. Она не оставила проданного праведника, но спасла его от греха. Она не сходила с ним в ров и не оставляла его в узах, и потом принесла ему скипетр царств и власть над обнеставшими его, показала лжецами, обвинявших его, и даровала ему вечную славу. Премудрость и исход из Египта. Она освободила святой народ и непорочное семя от народа, угнетавшего его. Вошла в душу служителя Господня и противостала страшным царям чудесами и знамениями. Она воздала святым награду за труды их, вела их путем дивным, и днем была им покровом, а ночью звездным светом. Она перевела их через Черное море и провела их сквозь большую воду. Врагов их потопила и извергла их из глубины бездны. И так праведные завладели доспехами нечестивых и воспели святое имя Твое, Господи, и единодушно прославили поборающую руку Твою. Ибо премудрость отверзла уста немых и сделала внятными языки младенцев. Она благоустроила дела их рукой святого пророка. Они прошли по необитаемой пустыне, и на непроходных местах поставили шатры, противостали неприятелям и отмстили врагам, томились жаждою и воззвали к тебе, и дана им была вода из утесистой скалы, и утоление жажды из твердого камня.
В то время как египтяне не могли пить воду, превращенную в кровь, жажда израильтян утолена водой из скалы. Ибо чем наказаны были враги их, тем они, находясь в затруднении, были облагодетельствованы. Вместо источника постоянного текущей реки, смрадной кровью возмущенной, в обличение их детоубийственного повеления, ты неожиданно дал им обильную воду, показав тогда через жажду, как ты наказал их противников, ибо когда они были испытываемы, подвергаясь, впрочем, милостивому вразумению, тогда познали, как мучились во гневе судимые, нечестивые, потому что ты их испытал, как отец, поучал, а тех, как гневный царь, осуждая, истязал. И отсутствовавшие, и присутствовавшие одинаково пострадали. Их постигла суровая скорбь и стенание от воспоминания о прошедшем. Они, когда услышали, что через их наказание те были облагодетельствованы, познали Господа. Когда они прежде, как отверженного, отреклись ругательством, тому впоследствии события удивлялись, потерпев неодинаковую с праведным жажду. Жабы, мошки, песьи, мухи, саранча, кора египтян за их поклонение животным, а за неразумное помышление их неправды, по которым они в заблуждении служили бессловесным, присмыкающимся и презренным чудовищем, ты в наказание наслал на них множество бессловесных животных, чтобы они познали, что чем кто согрешает, тем и наказывается. Невозможно было бы для всемогущей руки твоей, воздавший мир из необразного вещества, наслать на них множество медведей или свирепых львов, или неизвестных новосозданных лютых зверей, или дышащих огненным дыханием, или извергающих клубы дыма, или бросающих из глаз ужасные искры, которые не только повреждением могли истребить их, но и ужасающим видом погубить. Да и без этого они могли погибнуть от одного дуновения, преследуемые правосудием и рассеваемые духом силы твоей. Но ты все расположил мерою, числом и весом. Всемогущество и милосердие Бога. Ибо великая сила всегда присуща тебе, и кто противостанет силе мышцы твоей? Весь мир пред тобою, как колебание чашки весов, или как капля утренней росы, сходящей на землю. Ты всех милуешь, потому что все можешь, и покрываешь грехи людей ради покаяния. Ты любишь все существующее, и ничем не гнушаешься, что сотворил, ибо не создал бы, если бы не что ненавидел. И как могло бы пребывать что-либо, если бы ты не восхотел, или как сохранилось бы то, что не было призвано тобою. Но ты все щадишь, потому что все твое душелюбивый Господи. Нетленный твой дух пребывает во всем, посему заблуждающихся ты мало-помалу обличаешь, и напоминая им, в чем они согрешают, вразумляя, чтобы они отступили от зла, уверовали в Тебя, Господи. Шершни кара хананеям за их языческие обычаи. Так, возгнушавшись древними обитателями святой земли Твоей, совершавшими ненавистные дела, волхвований, нечестивое жертвоприношение, безжалостными убийцами детей и на жертвенных пирах, пожиравшими внутренности человеческой плоти и крови в тайных собраниях, и родителями, убивавшими беспомощные души. Ты восхотел погубить их руками отцов наших, дабы земля, драгоценнейшая всех у тебя, приняла достойное население чад Божьих, но и их, как людей, ты щадил, послав предтечами воинства твоего его шершней, дабы они мало-помалу истребляли их. Хотя невозможно было тебе войною покорить нечестивых, праведным, или истребить их страшными зверями, или грозными словами в один раз. Грозным словом в один раз. Но ты мало-помалу, наказывая их, давал место покаянию, зная, однако, что племя их негодное и зло их врожденное, помышления их не изменятся вовеки. Суд Божий праведен, и никто не в силах оспорить его.
ибо семя их было проклятое от начала, а не из опасения перед кем-либо. Ты допускал безнаказанность грехов их. Ибо кто скажет, что ты сделал, или кто противостанет суду твоему? И кто обвинит тебя в погублении народов, которых ты сотворил? Или какой защитник придет к тебе с ходатайством за неправедных людей? Ибо кроме тебя нет Бога, который имеет попечение о всех, чтобы доказать тебе, что ты несправедливо судил. Ни царь, ни властелин не в состоянии явиться к тебе на глаза за тех, которых ты погубил. Будучи праведен, ты всем управляешь праведно, почитая несвойственным твоей силе осудить того, кто не заслуживает наказания. Ибо сила твоя есть начало правды, и то самое, что ты господствуешь над всеми, располагает тебя щадить всех. Силу твою ты показываешь не верующим всемогуществу твоему, и в непризнающих тебя обличаешь дерзость. Но обладая силой, ты судишь нисходительно и управляешь нами с великой милостью, ибо могущество твое всегда в твоей воле. Долготерпение Господа, урок Израилю. Но такими делами ты поучал народ твой, что праведному должно быть человеколюбивым. И внушал сынам твоим благую надежду, что ты даешь время покаянию во грехах. Ибо если врагов сынам твоим и повинных смерти ты наказал с таким снисхождением и пощадою, давал я им время и пробуждение освободиться от зла, то с каким вниманием ты осудил сынов твоих, которых отцам ты дал клятвы и заветы, благих обетований. Итак, вразумляя нас, ты наказываешь врагов наших тысячекратно, дабы мы, когда судим, помышляли о Твоей благости, и когда бываем судимы, ожидали помилования. Вредные животные — достойная кара для тех, кто поклоняется животным. Посему-то и тех нечестивых, которые проводили жизнь в неразумии, ты истязал собственными их мерзостями, ибо они очень далеко уклонились на путях заблуждения, обманываясь подобно неразумным детям и почитая за богов тех из животных, которые и у врагов были презренными. Посему, как неразумные дети в посмеянии послал ты им и наказание, но, не вразумившись обличительным посмеянием, они испытывали заслуженный суд Божий, ибо что они сами терпели с досадою, тоже увидев на них, которых считали богами и через которых были наказываемы. Они познали Бога истинного, которого прежде отрекались знать. Посему и пришло на них окончательное осуждение. Жалки те, кто вместо Создателя поклоняется Его созданиям. Подлинно суетны по природе все люди, и у которых не было видения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать сущего, и, взирая на дела, не познали виновника, почитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесные светила. Если, пленяясь их красотою, они почитали их за богов, то должны были бы познать, сколько лучше их Господь, ибо Он, виновник красоты, создал их. А если удивлялись силе и действию их, то должны были бы узнать из них, сколько могущественнее тот, кто сотворил их, ибо от величия красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их. Впрочем, они меньше заслуживают порицания, ибо заблуждаются, может быть, ища Бога и желая найти Его, потому что, обращаясь к делам Его, они исследуют и убеждаются зрением, что все видимое прекрасно, но и они неизвинительны. Если они столько могли разуметь, что в состоянии были исследовать временный мир, то почему они тотчас не обрели Господа Его?
Еще более жалки те, кто поклоняется делам рук человеческих, но более жалки те, и надежды их на бездушных, которые называют богами дела рук человеческих, золото, серебро, изделия художества, изображения животных или негодный камень, дело давней руки. Столяр поклоняется своему изделию или какой-либо древодел, вырубив годное дерево, искусно снял с него всю кору и обделал красиво, устроил из него сосуд полезный к употреблению в жизни. Обрезки от работы употребил на приготовление пищи и насытился. Один же из обрезков ни к чему не годный. Дерево красивое и сучковатое, взяв, старательно округлил на досуге и с опытностью знатока, обделав его, уподобил его образу человека или сделал подобным какому-нибудь низкому животному, намазал суриком и покрыл краской поверхность его и закрасил в нем всякий недостаток и, устроив для него достойное его место, повесил его на стене, укрепив железом. И так, чтобы произведение его не упало, он наперед озаботился, зная, что оно само себе помочь не может, ибо это кумир и имеет нужду в помощи. Молясь же перед ним о своих стяжаниях, о браке, о детях, он не стыдился говорить бездушному и о здоровье, взывая к немощному, о жизни просит мертвое, о помощи умоляет совершенно неспособное, о путешествии не могущее сгупить. Ступить, о прибытке, о ремесле и об успехе рук совсем не могущее делать руками, о силе просит самое бессильное. Мореплаватель надеется на деревяшку, которая бесполезное корабельного дерева. Еще иной, собираясь плыть и переплывая свирепые волны, призывает на помощь дерево, слабейшее, носящее его корабли, ибо стремление к приобретениям выдумала он и, а художник искусство устроил, но промысл твой, отец, управляет кораблем, ибо ты дал и путь, и море, и безопасную стезю, и волну, показывая, что ты можешь от всего спасать. Хотя бы кто отправлялся в море, и без искусства ты хочешь, чтобы не тщетны были дела твоей премудрости. Поэтому люди вверяют свою жизнь малейшему дереву, спасаются, проходя по волнам на ладье. Ибо вначале, когда погубляемы были гордые исполины, надежда мира, управленная твоей рукою, прибегнув к кораблю, оставила миру семя рода. Благословенно дерево, через которое бывает правда, а это рукотворенное, проклято и само, и сделавший его за то, что сделал, а это тленное названо Богом, ибо равно ненавистный Богу и нечестивец, и нечестие его, и сделанное вместе со сделавшим будет наказано. Посему и на идолов языческих будет суд, так как они среди создания Божия сделались мерзостью, соблазном душ человеческих и сетью ногам неразумных. Ибо вымысел идолов – начало блуда, и изобретение их – растление жизни. Не было их в начале, и не вовеки они будут. Они вошли в мир человеческому тщеславию, потому близкий сужден им конец. Отец, терзающий горькою скорбью о рано умершем сыне, сделав изображение его как уж мертвого человека, затем стал почитать его как Бога и передал под властным тайны и жертвоприношения. Потом, утвердившись временем, этот несчастливый обычай соблюдая им был как закон, и по повелениям властителей изваяние почитаемо было как божество. Кого в лицо люди не могли почитать по отдаленности жительства, того отдаленное лицо они изображали, делали видимый образ почитаемого царя, дабы этим усердием польстить отсутствующему как бы присутствующему. К усилению же почитания и от незнания поощряло тщание художника, ибо он, желая, может быть, угодить властителю, постарался искусством сделать подобие покрасивее, а народ, увлеченный красотою отделки, незадолго перед тем почитаемого как человека, признал теперь божеством.
И это было соблазном для людей, потому что они покорялись или несчастью, или тиранству, несообщимое имя прилагали к камням и деревам. Идолопоклонство – причина зла и безнравственности. Потом недовольно было для них заблуждаться в познании о Боге, но они, живя в великой борьбе невежества, такое великое зло называют миром, совершая или детоубийственные жертвы, или скрытные тайны, они заимствованы от чужих обычаев неистовые пиршества. Они не берут ни жизни нечистых браков, но один другого или коварством убивают, или прелюбодейством обижают. Всеми же без различия обладают кровь и убийство, хищение и коварство, растление, вероломство, мятеж, клятва преступления, расхищение имуществ, забвение благодарности, осквернение душ, превращение полов, бесчиние браков, прелюбодеяние и распутство, служение идолам, недостойным именования, есть начало и причина, и конец всякого зла, ибо они, или веселясь, неистовствуют, или порицают ложь, или живут беззаконно, или скоро нарушают клятву, надеясь на бездушных идолов. Они не думают быть наказанными за то, что несправедливо клянутся, но за то и другое придет на них осуждение, и за то, что нечестие мыслили о Боге, обращаясь к идолам, и за то, что ложно клялись, коварно презирая святое. Ибо не сила тех, которыми они клянутся, но суд над согрешающими следует всегда за преступлением неправедных. Блажен Израиль, что не поклоняется идолам. Но ты, Бог наш, благ и истинен, долготерпелив и управляешь всем милостивым. Если мы согрешаем, мы твои, признающие власть Твою, но мы не будем грешить, зная, что мы признаны Твоими. Знать Тебя есть полная праведность, и признавать власть Твою корень бессмертия. Не обольщает нас лукавое человеческое изобретение, ни бесплодный труд художников, изображения испещренные различными красками, взгляд на который возбуждает в бездумных похотения и вожделение к бездушному виду мертвого образа, и делающие ходствующие и чествующие суть любители зла, достойные таких надежд. Горшечник делает и горшки идолов. Горшечник мнет мягкую землю, заботливо лепит всякий сосуд на службу нашу. Из одной и той же глины выделывает сосуды, потребные и для чистых дел, и для нечистых, все одинаково, но какое каждое из них употребление? Судья, тот же горшечник, и суетный труженик, из той же глины лепит суетного Бога, тогда как сам недавно родился из земли и вскоре пойдет туда же, откуда он взят, и взыщет с него долг души его. Но у него забота не о том, что он должен много трудиться, и не о том, что жизнь его кратка, но он соревнует художником золотых и серебряных изделий, подражает медникам и вменяет себе в славу, что делает мерзость. Сердце его пепел, надежда его ничтожнее земли, и жизнь его презрение грязи, ибо он не познал сотворившего его и вдунувшего в него деятельную душу и вдохнувшего в него дух жизни. Они считают жизнь нашу заботою и житие прибыльною торговлею, ибо говорят, что должно же откуда-либо извлекать прибыль, хотя бы из зла. Впрочем, такой более всех знает, что он грешит, делая из земляного вещества бренные сосуды изваяния. Враги Израиля поклоняются идолам и отвратительным животным. Самое же неразумное из всех и беднее умом самых младенцев враги народа твоего, угнетающие его, потому что они почитают богами всех идолов языческих, у которых нет употребления ни глаз для зрения, ни ноздрей для привлечения воздуха, ни ушей для слышания, ни перстов для рук осязания, и которых ноги не годны для хождения.
Хотя человек сделал их, и заимствовавший дух образовал их, но никакой человек не может образовать Бога, как он сам. Будучи смертным, он сделает нечестивыми руками мертвое, поэтому он превосходнее божеств своих, ибо он жил, а те никогда. Притом они почитают животных самых отвратительных, которые по бессмыслию сравнительно хуже всех. Они даже не красивы по виду, как другие животные, чтобы могли привлекать к себе, но лишены и одобрения Божия и благословения Его. В то время как египтяне не могут вкушать пищу из-за жаб, голод израильтян утолен перепелами. Посему они достойно были наказаны через подобных животных и терзаемы множеством чудовищ. Вместо такого наказания ты благодетельствовал народу твоему. В удовлетворение прихоти их ты приготовил им в насыщение необычайную пищу, перепелов, дабы те, мучимые голодом, по отвратительному виду насланных гадов, отказывали и необходимую мою пользу позыву на пищу, а эти, кратковременно потерпев недостаток, вкусили необычайной пищи. Ибо тех притеснителей должен был постигнуть неотвратимый недостаток, а этим только нужно было показать, как мучились враги их. Не медный змей, но Господь Спаситель исцелял ужальных израильтян. И тогда, как постигла их ужасная ярость зверей, и они были истребляемы угрызениями коварных змеев, гнев твой не продолжился до конца, но они были смущены на краткое время для вразумления, получив знамение спасения на воспоминание о заповеди закона твоего, ибо обращавшийся исцелялся не тем, на что взирал, но тобою, Спасителем всех. И этим ты показал врагам нашим, что ты избавляющий от всякого зла, ибо их убивали уязвления саранчи и мух, и не нашлось врачевства для души их, потому что они достойны были мучений от сих. А сынов твоих не одолевали зубы ядовитых змеев, ибо милость твоя пришла на помощь и исцелила их, хотя они и были уязвляемы, и напоминание им слов твоих, в напоминание им слов твоих, но скоро были исцеляемы, дабы, впав в глубокое забвение он их, не лишились твоего благодеяния. Не трава и не пластырь врачевали их, но Твое, Господи, всеисцеляющее Слово. Ты имеешь власть жизни и смерти, и не сводишь до врат ада и возводишь. Человек по злобе своей убивает, но не может возвратить исшедшего духа и не может признать взятой души. В то время как враги наказаны градом, бурей и огнем, израильтянам Бог посылает манну с неба. А твоей руки невозможно избежать, ибо нечестивые, отрекшиеся познать тебя, наказаны силою мышцы твоей, быв преследуемы необыкновенными дождями, градами и неотвратимыми бурями, и истребляемы огнем. Но самое чудное было то, что огонь сильнее оказывал действие в воде, всепогашающее, ибо самый мир есть поборник за праведных. Иногда пламя укращалось, чтобы не сжечь животных, посланных на нечестивых, и чтобы они, видя это, познали, что преследуются судом Божиим. А иногда и среди воды жгло сильнее огня, дабы истребить произведение земли неправедной. Вместо того народ твой ты питал пищей ангельскую и послал им, не трудящимся с неба, готовый хлеб, имевший всякую приятность по вкусу каждого, ибо свойство пищи твоей показывало твою любовь к детям, и в удовлетворении желания вкушающего изменялось по вкусу каждого. А снег и лед выдерживал огонь и не таяли, дабы они знали, что огонь, горящий в граде и блистающий в дождях, истреблял плоды врагов. Но тот же огонь, дабы напитались праведные, терял свою силу. Ибо тварь, служа тебе, Творцу, устремляется к наказанию нечестивых и утихает для благодеяния верующим в тебя. Посему и тогда она, изменяясь во все, повиновалась твоей благодати, питающей всех по желанию нуждающихся, дабы сыны твои, которых ты, Господи, возлюбил, познали, что не роды
плодов питают человека, но Слово Твое сохраняет верующих в Тебя, ибо неповреждаемое огнем, будучи согреваемо слабым солнечным лучом, тотчас растаивало, дабы известно было, что должно предупреждать солнце благодарением Тебе и обращаться к Тебе на восток света, ибо надежда неблагодарного растает, как зимний иней, и выльется, как негодная вода. В то время, как тьма ужасает египтян, столб огненный указывает путь израильтянам. Великие непостижимы суды Твои, посему ненаученные души впали в заблуждение, ибо беззаконные, которые задумали угнетать святой народ, узники тьмы и пленники долгой ночи, затворившись в домах, скрывались от вечного промысла, думая укрыться в тайных грехах. Они под темным покровом забвения рассеялись, сильно устрашаемые и смущаемые призраками, ибо и самое потаенное место, заключавшее их, не спасло их от страха, но страшные звуки вокруг них приводили их в смущение, и являлись свирепые чудовища со страшными лицами. В то время как египтяне лишились первенцев, заступничества Аарона спасает израильтян в пустыне. И никакая сила огня не могла озарить, ни яркий блеск звезд не в состоянии был осветить этой мрачной ночи. Являлись им только сами собою, горящие костры, полные ужаса. И они, страшась невидимого призрака, представляли себе видимое еще худшим. Пали обольщение волшебного искусства, и хвастовство мудростью подверглось посмеянию, ибо обещавшие еся отогнать от страдавшей души ужасы и страхи, сами страдали позорной боязливостью. И хотя никакие устрашения не тревожили их, но преследуемые брожением ядовитых зверей и свистом пресмыкающихся, они исчезали от страха, боясь взглянуть даже на воздух, от которого никуда нельзя убежать, ибо осуждаемая собственным свидетельством нечестие, боязливо и преследуемая совестью всегда придумывает ужасы. Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка. Чем меньше надежды внутри, тем больше представляется неизвестность причины, производящей мучения. И они в эту истинно невыносимую из глубин нестерпимого ада исшедшую ночь, располагаясь заснуть обыкновенным сном, то были тревожены жимы страшными призраками, то расслабляемый душевным унынием, ибо находил на них внезапно неожиданный страх. Итак, где кто тогда был застигнут, делался пленником и заключаем был в эту темницу без оков. Был ли то земледелец, или пастух, или занимающийся работами в пустыне, всякий был застигнут, подвергался этой неизбежной судьбе, ибо все были связаны одним неразрешимыми узами тьмы. Свищущий или ветер, или среди густых ветвей сладкозвучный голос птиц, или сила быстро текущей воды, или сильный треск низвергающихся камней, или незримое бегание скачущих животных, или голос ревущих свирепейших зверей, или отдающееся из горных углублений эхо. Все это, ужасая их, повергало в расслабление. Ибо весь мир был освещаем ясным светом и занимался беспрепятственно делами, а над ними одними была распростерта тяжелая ночь, образ тьмы, имевшая некогда объять их, но сами для себя они были тягостнее тьмы. А для святых Твоих был величайший свет, и те, слыша голос их, а образа не видя, называли их блаженными, потому что они не страдали. А за то, что был прежде обижаемый ими, не мстили им, благодарили и просили прощения в том, что заставляли переносить их. Вместо того ты дал им указателем на незнакомом пути огнесветлый столб, а для благополучного странствования безвредное солнце, ибо те достойны были лишения света и заключения во тьме, потому что держали в заключении снов Твоих, через которых имел быть дан миру нетленный свет закона. Когда
а презрели они избить детей святых, хотя одного сына покинутого и спасли, в наказание за то ты отнял множество их детей и самих всех погубил в сильной воде. Та ночь была предвозвещена отцам нашим, дабы они, твердо зная обетование, каким верили, были благодушны. И народ твой ожидал как спасения праведных, так и погибели врагов. Ибо чем ты наказывал врагов, тем самым возвеличил нас, которых ты призвал. Святые дети добрых тайно совершали жертвоприношения и единомысленно постановили божественным законом, чтобы святые равно участвовали в одних и тех же благах и опасностях, когда отцы уже воспевали хвалы. С противной же стороны отдавался нестройный крик врагов и разносился жалобный вопль. Над оплакиваемыми детьми одинаковым судом был наказан раб с господином, простолюдин терпел одно и то же с царем. Все вообще имело бесчисленных мертвецов, умерших одинаковой смертью, и живых не доставало для погребения, так как в одно мгновение погублено было все драгоценнейшее их поколение, и не верившие ничему ради чародейства при погублении первенцев признали, что этот народ есть Сын Божий. Ибо когда все окружало тихое безмолвие, и ночь в своем течении достигла середины, сошло с небес от царственных престолов на середину погибельной земли всемогущее слово Твое, как грозный воин. Оно несло острый меч, неизменное Твое повеление, и став, наполнено все смертью. Она касалась неба и ходила по земле. Тогда вдруг сильно встревожили их мечты, сновидений, и наступили неожиданные ужасы. И, будучи поражаем, один там, другой тут, полумертвый объявлял причину, по которой он умирал, ибо встревожившие их сновидения предварительно показывали им это, чтобы они не погибли, не зная того, за что терпят зло. Хотя искушение смерти коснулось и праведных, и много их погибло в пустыне, но недолго продолжался этот гнев, ибо непорочный муж поспешил защитить их, принеся оружие своего служения, молитву и умилостивление кадильное, он противостал гневу и положил конец бедствию, показав тем, что он слуга твой. Он победил истребителя, не силой телесной и не действием оружия, но словом покорил наказывавшего, воспомянув клятвы и заветы отцов. Ибо когда уже грудами лежали мертвые одни на других, он, став в середине, остановил гнев и пресек ему путь к живым. На подире его был целый мир, и славные имена отцов были вырезаны на камнях, 4 ряда, и величие твое на диадиме головы его. Этому уступил истребитель, и этого убоялся, ибо довольно было одного этого испытания гневного. Израильтяне переходят через Черное море, а египтяне тонут в нем. А над нечестивыми до конца тяготел и милостивый гнев, ибо он предвидел и будущее их дела, что они, позволив им отправиться и с поспешностью выслав их, раскаются и погонятся за ними, ибо еще, имея в руках печали и рыдая над гробами мертвых, они возымели другой безумный помысл. И те, кого с мольбою высылали, преследовали, как беглецов, влекла же их к тому концу судьба, которой они были достойны. И она навела забвение о случившемся, дабы они вспомнили наказание, не доставшееся к их мучениям. И дабы народ твой совершил славное путешествие, а они нашли себе необычайную смерть, ибо вся тварь снова свыше преобразовалась в своей природе, повинуясь особым повелениям, дабы сны твои сохранились невредимыми. Явилось облако, осеняющее стан,
А где стояла прежде вода, показалась сухая земля из Черного моря, беспрепятственный путь, и из бурной пучины зеленая долина, покрываемая Твоей рукой. Они пошли по ней всем народом, видя дивные чудеса. Они паслись, как кони, играли, как агнцы, славят Тебя, Господи, Избавителя их, ибо они еще помнили о том, что случилось во время пребывания их там, как земля вместо рождения других животных произвела скнипов, и река вместо рыб извергла множество жаб, а после они увидели и новый род птиц, когда, увлекшись пожеланием, просили приятной пищи. Египтяне хуже содомлян, хотя и тем, и другие наказаны слепотой. Ибо в утешение им налетели с моря перепелы, а грешных постигли наказание не без знамений, бывших силой молний. Они справедливо страдали за свою злобу, ибо они более сильную питали ненависть к чужеземцам, иные не принимали незнаемых странников, а эти порабощали благодетельных пришельцев. И мало этого, но еще будет суд над них за то, что те враждебно принимали чужих, а эти, с радостью приняв потом уже пользовавшихся одинаковыми правами, стали угнетать ужасными работами. Посему они поражены были слепотою, как те некогда при дверях праведника, когда, будучи объяты пустой тьмой, искали каждый вход в его двери. Естество стихий и животных может меняться по воле Божьей. Самые стихии изменились, как в арфе, звуки изменяют свой характер, всегда оставаясь теми же звуками. Это можно усмотреть через тщательное наблюдение бывшего. Ибо земные животные переменялись в водяные, а плавающие в водах выходили на землю. Огонь в воде удерживал свою силу, а вода теряла угошающее свое свойство. Пламя, наоборот, не вредило телам бродящих, удоборазрушимых животных, и не таял легко растаявший снеговидный роб небесной пищи. Так, Господи, Ты во всем возвеличил и прославил народ Твой, а не оставлял его, но во всякое время и на всяком месте пребывал с ним.